Уважаемые сограждане, мы очень часто слышим о реформе государственного управления, слиянии, поглощении, сокращении разного рода министерств и так далее. Но на практике, к сожалению, этого всего не происходит. Почему мы говорим о реформе государственного управления? Почему нужно начинать именно с реформы системы исполнительной власти? Потому что прежде чем начинать реформировать другие сферы, например, здравоохранение, сфера образования, поддержка сельского хозяйства, экономики, финансовой системы и так далее, нужно в первую очередь наладить сам механизм реализации тех или иных задач. А это не что иное, как исполнительная власть. Без изменения структуры, без изменения вертикали исполнительной власти нам вряд ли удастся реализовать хоть какую-то маломальскую задачу. Что из себя представляет современная система государственного управления? Она превратилась в неповоротливую, громоздкую, зачастую дублирующую функции и задачи машину, огромную неповоротливую машину, которая идеально подходит для того, чтобы кормить огромное количество чиновников, но мало удовлетворяет нужды отдельных граждан, да и вообще в целом нашу страну. Можно много примеров привести неэффективности. К примеру, если простой гражданин хочет оформить земельный участок для строительства, на это порой уходит несколько лет. А что говорить тогда о глобальных задачах? Эта система полностью устарела и не соответствует современным вызовам и реалиям. Если детально рассмотреть действующую структуру Кабинета министров, то получается, что в ней премьер-министр, потом 4 вице-премьера, далее 14 министерств, 8 государственных комитетов, 8 государственных управлений и служб. Всего более 30 органов государственного управления на 240 тысяч человек населения. В существующей модели практически любая инициатива обречена на провал, потому что многие функции дублируются. Ярким примером является аппарат администрации президента и Кабинета министров, в которых параллельно существует экономическое, правовое, протокольное и иные подразделения, которые по сути выполняют одну и ту же работу. Для наглядности я озвучу вам, какую процедуру проходит любая инициатива сегодня в правительстве. К примеру, в одном из министерств рождается та или иная инициатива. Она проходит согласование в других министерствах. После этого она попадает в аппарат Кабинета министров, где рассматривается профильным подразделением. После попадает к курирующему вице-премьеру. После попадает уже на стол премьер-министра. После его одобрения эта инициатива направляется в администрацию президента, где рассматривается опять же профильным подразделением. После рассмотрения профильного подразделения эта инициатива попадает к заместителю главы администрации президента. Далее инициатива попадает к главе администрации президента. Как правило, на этом этапе подключается еще один из помощников президента. Если получает одобрение, далее идет к президенту. Президент рассматривает, если одабривает, соответственно, эта инициатива возвращается в министерство. После столького количества согласований порой инициатива претерпевает такие изменения, что автор ее даже не узнает. То же самое происходит, когда речь идет о поручении сверху. Поручение президента перепоручается вниз по вертикали, в итоге ответственность размывается между большим количеством чиновников, никто ни за что конкретно не отвечает, в итоге на словах все занимаются делом, а решение теряется в кабинетах. Все это усугубляется еще и подковерными политическими играми. Вспомните выборы 2019 и 2020 годов, где шел открытый торг за те или иные сферы влияния или должности между разными политическими группировками. В итоге, по факту, если взять Конституцию, главой исполнительной власти является президент. А на практике получается, как договорились на словах. В стране при такой договоренности появляется несколько центров принятия решений, ломается вертикаль власти, соответственно, громоздкая неповоротливая государственная машина становится еще более неповоротливой и нежизнеспособной. Мы подготовили концепцию реформы исполнительной власти, где предлагаем упразднить должность вице-президента в силу отсутствия какого-то функционала и полномочий. Также предлагаем упразднить должности премьер-министра и вице-премьеров, усилить ответственность министерств и подчинить их напрямую президенту. Мы разработали совершенно новую структуру Кабинета министров, которая будет состоять из 12 центральных органов государственного управления. Это 11 министерств и одно надзорное управление. Сокращение органов предполагается сделать за счет их реорганизации и слияния, исключая дублирующие функции.
Концепция предусматривает установление двухуровневой системы органов госуправления. При такой системе специализированные органы будут обладать ограниченным кругом полномочий и находиться в ведомственной подчиненности министерствам при сохранении статуса юридического лица. К примеру, Государственный таможенный комитет и Министерство по налогам и сборам мы предлагаем реорганизовать в службы и переподчинить их Министерству финансов для более качественной реализации фискальной и регуляторной политики государства. Ряд органов предполагаем реорганизовать без сохранения статуса юридического лица, сделать их структурными подразделениями того или иного министерства. Например, на базе ведомств, основной задачей которой является формирование личности, мы предполагаем слияние их в рамках одного министерства, Министерства просвещения. Важной задачей является усиление роли и Министерства сельского хозяйства как одного из ключевых министерств, так как развитие села является главной задачей нашего государства. Село является колыбелью культуры и традиций абхазского народа. Важным элементом предлагаемой нами реформы является создание одного надзорного управления, которое будет включать в себя все надзорные функции Кабинета министров. Это нужно для того, чтобы предприниматель сталкивался не с большим количеством разного рода органов, а имел дело с одним органом, где проверка будет осуществляться при строгой необходимости. Уважаемые сограждане, все те изменения и преобразования, о которых я говорил выше, нам остро необходимы. Очень обидно, что мы с вами сильно отстаем от всего окружающего мира, когда имеем прекрасные возможности для того, чтобы динамично развиваться. Все вышеперечисленные изменения дадут нам возможность ускорить работу исполнительной власти, сократив время на принятие решения как минимум в 2 раза, увеличить качество принимаемых решений и эффективность, а самое главное и ответственность персональную тех или иных должностных лиц. Это позволит существенным образом сократить расходы на содержание государственного аппарата и снизит коррупционную составляющую. Наша инициатива полностью лишена какого-то политического подтекста, и мы в ближайшее время направим реформу в администрацию президента.